Программа ДВН. Добрый вечер всем. Сегодня с вами работает Владимир Бакай и Виктор Ехнич. Мы находимся в кабинете у мэра нашего города. Совсем недавно наш город посетил премьер-министр Советского Союза Валентин Павлов. Вот какие надежды связывали мы с этим приездом и как они оправдались. С этим вопросом мы и пришли в этот кабинет. Итак, Леонид Афанасьевич, пожалуйста, расскажите, с чем были связаны наши надежды и оправдались ли они в какой-то мере? Добрый вечер, уважаемые нерюнгринцы. Нас с вами волнуют перспективы нашего города. Эта проблема поднимается уже года полтора-два. Будучи избранным председателем исполкома, я сразу начал этим вопросом заниматься. Мы сегодня о перспективах города обращались и в Совет министров республики. При встрече с Ельциным Борисом Николаевичем эту же проблему я поднимал. Обращались с письмом в Совет министров СССР Павлову уже, его первым замом. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там, и на наши письма никакой реакции нет. И когда я узнал о том, что по просьбе руководства республики приезжает к нам Павлов Валентин Сергеевич, премьер-министр, я обратился за поддержкой в республику, но там было вначале сказано о том, что есть Мирнинский район, Якутские районы, которые требуют большего внимания, чем Нерюнгринский. И нам было отказано о том, что Павлов будет включен в программу. В программу Павлова включен будет город Нерюнгри. Но мы до последнего за эту идею боролись, и в последний момент буквально было решено о том, что по нашей излишней настойчивости Павлов заедет в город Нерюнгри буквально на 3-4 часа. Какую цель мы преследовали? Конечно же, мы не ожидали о том, что Валентин Сергеевич приедет и шашка в руках скажет: то решу, и это решу, то сделаю. Не в этом дело. Дело в том, что премьер-министр страны — это очень большая величина, чтобы давать какие-то конкретные обещания. Его основная задача — это решение перспективных вопросов. Это его задача рассмотрения перспектив целых регионов, территорий. А для того, чтобы принять то или иное решение, верное решение, нужно знать дело не только по бумаге, как он выражается, Валентин Сергеевич, но нужно знать это дело изнутри и четко его представлять, то есть пощупать своими руками. И наша задача была Валентину Сергеевичу доказать, что город Нерюнгри существует, что он существует достаточно развитой инфраструктурой, стройиндустрией, что квалифицированные кадры, сильные трудовые коллективы, о том, что этот город может стать форпостом в освоении зоны БАМа, территории и Южной Якутии в частности. И я думаю, что мы свою основную задачу в этой части выполнили. Валентин Сергеевич в своем выступлении в городе Якутске сказал о том, что да, действительно, создана серьезная база для дальнейшего освоения территории и региона. И это нас обнадеживает. Мы Валентина Сергеевича также попросили, чтобы он рассмотрел проблему города Нерюнгри как составной части программы развития Дальнего Востока на уровне правительства или на уровне первых замов. Потому что наши письма и обращения никак не решаются. А здесь специально, может быть, был бы рассмотрен вопрос, и тогда могли бы привлечены и другие министерства, ведомства, кроме Министерства энергетики и Министерства угольной промышленности. На наш взгляд, это машиностроительное, электротехническое министерство, ряд других министерств, отраслей, которые могли бы здесь на готовой базе развивать свои мощности. Это одно. А второе, конечно же, мы, пользуясь его приездом, что с ним приехало очень много специалистов, заведующих отделами по тем или иным отраслям, по капстроительству, по внешнеэкономическим связям, по экономике и прогнозированию, мы написали около 10 писем и вручили это его помощнику и заведующим секретариатом товарищу Бацанову. В частности, мы обратились там по целевым вкладам, что не надо было нам замораживать открытие расчетного счета, а наоборот надо было сделать, чтобы расчетные счета можно было бы открывать всем, но каким-то образом посмотреть, если сегодня нет автомашин буквально, нет, то давайте немножко, может быть, растянуть срок получения, мы бы подождали, ничего страшного. То есть это бы способствовало закреплению кадров на территории города Нерюнгри. Второе, конечно, по заработной плате обязательно мы ставим вопрос, чтобы
накручивались не только на 460 прямого заработка, а сколько человек заработал прямой заработок, чтобы и коэффициент, и северные надбавки работали на все, что он заработал. Тогда, может быть, как-то мы могли бы приравняться заработной платой с людьми, живущими в Москве и в других регионах, западных областях нашей страны. Далее, одной из серьезных проблем, мы считаем, это переселение промзоны, значит, ликвидацию балков и других, значит, вот, так называемых, ну, жилья так называемого, которое невозможно назвать жильем, что Министерство угольной промышленности сегодня при переходе на новые отношения экономики, когда говорят стройте за счет фонда развития предприятий, объединения, комбината, мы говорим, что таких фондов развития предприятий, они маленькие эти объемы, они не дают возможности переселить промзоны. Нужны целенаправленные, централизованные капитальные вложения, которые бы Союз выделил Министерству угольной промышленности, а он в свою очередь направлял на решение этой промзоны. Валентин Сергеевич действительно был в шоке, когда посмотрел наш 6-7 микрорайон, и он дважды сказал о том, что да, эту проблему надо решать. Действительно, она сегодняшняя проблема сегодняшнего дня. И сегодня, вот пользуясь просто этим случаем, должен сказать, что в городе Нерюнгри работает комиссия, представители постоянной комиссии Верховного Совета Союза СССР, в которую входят 5 народных депутатов во главе с академиком, с академиком Яблоковым, народным депутатом Алексеем Владимировичем. Они приехали посмотреть, какие же итоги результатов деятельности освоения территории, развития Нерюнгринского угольного разреза. Конечно, мы представили им информацию полную, показали промзону, с ними находится телевизионная группа. Что мы от них хотим? Мы от них хотим, чтобы они на постоянной комиссии Верховного Совета Союза СССР рассмотрели, пригласили министра Щадова и министра энергетики Союза СССР, и с них спросили, а что же вы делаете для того, чтобы ликвидировать, значит, в промзонах жилье, чтобы вынести их за эту зону промышленного освоения. И тогда бы, может быть, постоянная комиссия Верховного Совета оказала бы нам конкретная, четкая помощь. И я на этом обострил их внимание, они согласились с нашими доводами. Но насколько они их реализуют, тут уже трудно сказать. Что я этим всем хочу сказать? Что городской совет действительно каждый день, ежедневно, ежечасно занимается перспективой города Нерюнгри. И при этом я должен сказать, что мы, может быть, чисто в тактических целях излишне обостряем перспективу города Нерюнгри, но это на пользу дела. И я просто хотел бы призвать нерюнгринцев прежде всего сказать, что город все же есть перспективы. Второе, важно, чтобы каждый нерюнгринец, каждый кооператор, каждый рабочий, каждый руководитель осознавал, что нужно ежедневно смотреть перспективу города, заниматься ею и пытаться приложить все силы на своем месте, чтобы можно было внести какие-то новые виды производства, промышленности, новые строить предприятия, организации, чтобы можно было занять людей и иметь конечный продукт. Здесь я должен сказать, Володя, также о том, что городской совет пытается привлечь и создать совместные предприятия. Потому что, коль скоро министерство нам не помогает, республика не помогает, давайте будем свои действия предпринимать. Это совместные предприятия японские, вот советско-сингапурское предприятие Чарон Наурос, которое сегодня планируется тоже добывать уголь, производить биотуалеты, какие-то другие виды производства. Это, во-первых, занятие создания рабочих мест, а во-вторых, попытка заработать деньги. Рублевое покрытие и инвалютное покрытие за счет продажи того же угля и других видов. То есть, должен сказать, что мы перспективой пытаемся и стремимся заниматься. Но какие текущие дела сегодня у города, что волнует нас, городской совет, горожан, это прежде всего передача жилищно-коммунального хозяйства городскому совету. Вы видите, сегодня город более или менее подметается, убирается, значит, каким-то образом асфальтируются дороги. Сегодня есть заметное, значит, движение, Зеленстрой, который создан, он работает. У них одно из пунктов вот, и моей программы, и программы городского совета в части создания единого жилищно-коммунального хозяйства,
и ведение все это в горсовет. Но есть ошибки, есть недостатки. Есть и кадровые ошибки, должен сказать. Многие сегодня нас критикуют, что мы у комбината взяли не совсем правильно, значит, с большими упущениями, не учли то, не учли это. Наверное, есть. Согласен я с этим, есть ошибки. Но я считаю, сегодня руководство комбината в лице начальника Эдуарда Яковлевича Стерлина идет и нам навстречу, пытается и помочь, и восполнить те или иные упущения, которые у нас были. Другое дело, что мы, научившись на этом, значит, примере, более жестко подходим к приему жилищно-коммунального хозяйства у производственного объединения «Якутуголь». «Якутуголь» сегодня его руководство тоже иногда обижается, говорит, вы почему ставите такие условия, тогда как у комбината такого не было. Но все течет, все меняется, мы тоже набираем опыта. И сегодня у нас есть расхождение в передаче жилищно-коммунального хозяйства с объединением, где-то разница около 5 миллионов рублей, значит, производственной базы. Я созвонился с Михаилом Ивановичем Щадовым буквально вот недавно, в его приезд. Он говорит, эти 5 миллионов можем рассмотреть. Поэтому работники объединения жилищно-коммунального хозяйства выезжают на днях в Министерство, значит, угольной промышленности, будут решать эти вопросы. Но если они не будут рассмотрены, то мы вынуждены будем перенести приемку, передачу на 1 января 1992 года. То есть, если уж принимать, то принимать с уверенностью о том, что это объединение не развалится через год. Далее, какая проблема в городе? Мы считаем, что это подготовка к зиме. Подготовка к зиме в МДЗ-1, МДЗ-2, тот объем, который мы приняли, значит, жилья, мы должны подготовить его к паспортизации. Конечно, сегодня очень медленно идет, разворачивается эта работа. Во-первых, те люди, которые были переданы нам для ремонта жилья, они в отпусках, часть только приходит. Привлекаем кооперативы, но кооперативы говорят 2-3 раза дороже. Поэтому мы сегодня дали объединение право на договорной основе заключать с кооперативами. Можно, значит, 2-3 раза повыше тарифов, ставок, чтобы они могли заинтересовать материальные кооперативы для их движения. Значит, сейчас мы уже привлекли специалистов, которые проводят утепление стыков 122 серии. Значит, сегодня мы пытаемся набрать людей, временные кооперативы для того, чтобы прочищать, значит, систему отопления, может быть, на платной основе. Если хозяин квартиры хочет, чтобы его квартира была теплая, промыли, значит, будет кооператив создан, допустим, за 10-15 рублей можно это дело прокачать, прочистить. То есть предпринимается ряд мер для того, чтобы ускорить. Эти вопросы обсуждаются и на заседаниях президиума, на штабе по подготовке к зиме. Но как оно будет, давайте будем считать, как говорится, цыплят по осени, в сентябре, в октябре. Что бы еще можно было бы сказать? Я должен сказать, что по организации торговли и общественного питания здесь городской совет по итогам полугодия ведет отчеты в трудовых коллективах. Значит, группы народных депутатов, руководители городского совета выезжают в поселки, в трудовые коллективы, где говорится, что делается и сделано за первое полугодие 1991 года. Но первые встречи показывают, что по торговле все же не очень так. Мы ожидали больше вопросов, критики. Сегодня я вижу, что есть у нас и овощи, фрукты. Значит, как-то мы сегодня все же выполняем свои обязательства по талонам. И люди, которые приезжают с других регионов страны, все же отмечают, что у нас по торговому снабжению более или менее стабильно. Но это не должно и ни в коей мере нас не устраивать и нынешнее положение. Может быть и несколько положительно, но мы сегодня с Орсом Нерюнгри-Уголь заключаем ряд договоров в южных регионах страны на бартерной основе, для того, чтобы зимой можно было своевременно поставить картофель, овощи, для того, чтобы где-то сентябрь мы еще имели и фрукты. То есть и эта работа тоже ведется. Итак, вы слушали беседу нашу с мэром города. Верить, не верить – это ваше право, ваша возможность. Вы, наверное, сами обратили внимание, что город действительно приводится в порядок. Вот буквально последние полгода что-то делается хорошее, что-то, наверное, еще не успели сделать. А если у вас какие-то возникнут вопросы, вы всегда можете, набрав телефон 41184, позвонить нам в студию, и мы, наверное, сможем зайти в этот кабинет и задать, наверное, любой вопрос. Правильно ли, Виктор Александрович? Да, наверное, так. И, наверное, наше упущение, что
собирать надо вопросы и чаще проводить ответы на вопросы, тогда бы человек больше бы был информирован. Сегодня я просто буквально в течение суток не успеваю отвечать на те или иные телефонные звонки. И дома, и на работе, связанные с подготовкой к зиме, с отоплением, с водой, с целевыми, самыми разнообразными вопросами. Может быть, тогда это бы такие встречи и ответы на вопросы немножко бы облегчили мою жизнь вне работы. Ну, спасибо вам за информацию. Программа ДВН продолжает свою работу. Всего доброго.